Когда мы учились на втором курсе, даже на первом курсе наш мастер Сергей Васильевич Гиппиус в Ленинградском театральном институте принес нам поэтическую композицию по стихам Ольги Бергольц, посвященную защитникам города Ленинграда. Ленинградки. Еще тебе такие песни сложат, так воспоют твой облик и дела, что ты, наверное, скажешь: не похоже, я проще, я угрюмее была. Мне было часто страшно и тоскливо, меня томил войны кровавый путь. Я не хотела даже стать счастливой, мне одного хотелось — отдохнуть. Да, отдохнуть ото всего на свете, от поисков жилья, тепла, воды, от жалости к моим исчахшим детям, от вечного предчувствия беды, от страха за того, кто мне не пишет, увижу ли я его когда-нибудь, от свистов бомб над беззащитной крышей, от мужества и гнева отдохнуть. Но я в печальном городе осталась хозяйкой и служанкой для того, чтобы сберечь тепло и жизнь его. И я жила, преодолев усталость. Я даже пела иногда, трудилась, с людьми делилась хлебом и водой. Я плакала, когда могла, бранилась соседкой, бредила едой. И день за днем лицо мое темнело, седины появились на висках, зато уже привычная к любому делу, почти железной сделалась рука. Смотри, как цепки пальцы и кривы. Я рвы на ближних подступах копала, сколачивала жесткие гробы и малым детям раны бинтовала. И не проходят даром эти дни. Неистребим печальный их осадок, сама война, сама печаль глядит уставшими глазами ленинградок. Зачем же ты меня изобразил такой прекрасной и такой счастливой, как женщину в рассвете лучших сил, с улыбкой горделивою и ясной? Но, не приняв суровых укоризн, художник скажет с радостью, с отрадой, затем, что ты сама любовь и жизнь, бесстрашие и слава Ленинграда.